Добрый день, зрители и жители города Якутска и пригородов. Сегодня перед вами выступает генеральный директор муниципального унитарного предприятия аптеки Якутска, городского округа город Якутск. Меня зовут Готовцева Мария Егоровна. Но я вкратце сперва хочу вас ознакомить с нашей историей создания нашего предприятия, совсем коротко. Но до 2003 года в Якутске было 17 муниципальных аптек, но из них 5 были закрыты в связи с нерентабельностью и банкротством. В 2003 году кризисное состояние усугубилось. 10 из 12 муниципальных аптек города Якутска были на грани банкротства. Прибыльными были только 2 аптеки, поэтому рассматривался вопрос об объединении всех муниципальных аптек в городском собрании депутатов администрации города Якутска. 2 марта 2004 года мэром города Якутска Илья Филипповичем Михальчуком было подписано распоряжение номер 109 о создании муниципального унитарного предприятия аптеки Якутска, согласно которому все аптечные предприятия объединились в единую муниципальную сеть. На момент реорганизации объединились все убыточные аптеки, кроме 2 прибыльных. Результаты аптек тогда были очень плачевными. Кредиторская задолженность превышала дебиторскую задолженность. И весь долг убыточных аптек легло на плечи нового предприятия. Но в первую очередь руководство МУП аптеки Якутска пересмотрело штатное расписание аптек, приняло новое положение об аптеках, рассмотрела и приняла коллективный договор, подготовила документы для получения лицензии как нового предприятия. Было проведено ряд мероприятий, позволивших улучшить работу аптечной сети. Были введены единые тарифы на услуги, торговые надбавки. Муниципальное унитарное предприятие аптеки Якутска является муниципальным предприятием, учредителем которого является городской округ город Якутск. Собственником имущества является Департамент имущественных и земельных отношений окружной администрации города Якутска. Предприятие самостоятельно осуществляет свою деятельность на основе хозяйственного ведения. На средства, что зарабатываем продажей лекарств и оказанием услуг, мы содержим наши помещения, платим заработную плату, коммунальные расходы, закупаем товары и так далее. Наше предприятие имеет лицензию на фармдеятельность на следующие виды. Это розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского назначения, это хранение, отпуск, перевозка лекарственных средств для медицинского применения, также изготовление асептических лекарственных препаратов, также изготовление очковой оптики, также отпуск, хранение, приобретение, реализация наркотических лекарственных средств, психотропных веществ, списка 2, их прекурсоров, также психотропных средств, внесенных в список 3 перечня наркотических лекарственных средств из психотропных веществ и их прекурсоров, также сильнодействующих лекарственных препаратов, предметно-количественного учета и этилового спирта. Также мы имеем лицензию, федеральную лицензию на изготовление очковой оптики. Мы проводим очень большую работу по укреплению материально-технической базы наших аптек. Проведена полная компьютеризация всех аптек и аптечных пунктов по повышению профессионального и сертификационного уровня и кадрового потенциала. Наши работники достойно выполняют требования федерального закона 122 в части дополнительного лекарственного обеспечения. Особую значимость деятельности фармацевтических работников, провизоров и фармацевтов в сфере лекарственного обращения приобрела в связи с реализацией программы дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, нуждающихся в государственной социальной поддержке. Чем в первую очередь отличается наша аптечная сеть от других? Это возможность заказа лекарственного средства индивидуального изготовления.
В нашем структурном подразделении есть единственная производственная аптека в трехэтажном каменном здании, занимающаяся исключительно изготовлением лекарств по рецептам врачей, по требованиям лечебно-профилактических учреждений, медицинских клиник, изготовлением внутриаптечной заготовки. Современное изготовление лекарств в аптеке требует больших затрат. Это установки для очистки воды, дезинфекционно-моечный автомат для аптечных флаконов и рабочий шкаф с вентиляцией, обеспечивающий фильтрацию воздуха со специальными лампами ультрафиолетовым освещением. Мы заботимся о том, чтобы оборудование и помещения, в которых мы изготавливаем лекарства, отвечали строгим санитарным нормам. Поэтому в 2014, 2015 и 2016 году провели капитальный ремонт первого и третьего этажа производственной аптеки. В этом году планируем провести ремонт всего второго этажа. А потребность в этих лекарствах немалая, ведь есть клиенты, которым не подходят промышленные препараты. Это пациенты с заболеванием глаз, кожи, люди с аллергическими реакциями, но в первую очередь это маленькие дети. Ведь немало малышей сейчас вынуждены принимать взрослые препараты, а делить в домашних условиях на 32 части таблетку, например, невозможно. И практически невозможно и очень опасно. Чтобы заказать лекарства индивидуальное изготовление, вы можете обратиться с рецептом врача в любую нашу аптеку или аптечный пункт, где примут заказ и назначат удобное для вас время получения. Наши производственные аптеки готовят лекарственные формы по требованиям лечебно-профилактических учреждений и медицинских клиник, а также по требованиям снабжают их обезболивающими лекарственными препаратами предметно-количественного учета и средствами для наркоза, этиловым спиртом 70-95%. Качество продукции, продаваемых товаров и оказываемых услуг сейчас является приоритетным направлением нашей деятельности. С марта этого года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 августа 2016 года номер 647 о новых правилах надлежащей аптечной практики и приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 августа 2016 года 646 о подтверждении правил надлежащей практики, хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения. Нормативный акт объединяет все уже существующие и действующие приказы, постановления, нормы, закрепленные в ряде российских документов и документах Таможенного союза. Их внедрение не предполагает каких-либо радикальных изменений для клиентов аптек. Новые стандарты нужны для ужесточения входа на аптечный рынок всех желающих и присутствия на нем только порядочных представителей профессионального сообщества по фармацевтической деятельности. В документе прописаны требования к оснащению и порядку функционирования аптек, вплоть до требований к их руководству и персоналу. Также правилами прописано много деталей для аптечных помещений. Так указывается, что помещения должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам, они должны быть оснащены системами отопления, канализации и кондиционирования, холодильными установками, что позволит создать необходимые условия для сохранности лечебных свойств лекарственных препаратов. Для повышения качества обслуживания и для предотвращения возможных ошибок все действия персонала будут проходить в соответствии со стандартными операционными процедурами, которыми будут регулироваться все операции, начиная с приемки лекарств от поставщика, заканчивая консультированием больных при самолечении. Муниципальное унитарное предприятие аптеки Якутска стремится к установлению прочных и долгосрочных отношений со своими поставщиками, так как они являются гарантией качественного и эффективного обслуживания клиентов. Мы сотрудничаем только
с проверенными годами поставщиками, являющимися крупнейшими федеральными дистрибьюторами, то есть поставляющими продукцию непосредственно с завода-изготовителя, что исключает попадание к нам на прилавок фальсифицированного или контрафактного препарата. Более 90% нашего закупа приходится на акционерное общество «Катрен», французской фирмы «Катрен» и «Протек». Муниципальное нотариальное предприятие аптеки Якутска придерживается следующей политики при определении поставщика лекарств: минимизация возможных расходов и рисков, соблюдение действующего законодательства, общепринятых деловых практик, обеспечение покупателей широким ассортиментом качественных товаров по разумным ценам. При этом основными принципами являются осмотрительность, проверка поставщиков с целью появления разумности и осторожности при выборе контрагента, приоритетность прямых поставок, осуществление закупок по прямым договорам с официальными дистрибьюторами без участия экономически необоснованных посредников. Клиентами МУП аптеки Якутска являются покупатели, юридические лица, индивидуальные предприниматели, приобретающие товары для дальнейшего использования своей профессиональной деятельности. Но, конечно, главные потребители наших услуг и товаров – это вы, уважаемые жители города Якутска и пригородов. И сколько бы не автоматизировали процессы, все равно главным в нашем деле остается живое общение между фармацевтом и клиентом. Поэтому мы уделяем большое внимание кадровому вопросу. Приняты стандарты по обслуживанию каждого клиента. На сегодняшний день структура муниципального нотариального предприятия аптеки Якутска объединяет 16 подразделений структурных. Это 6 розничных аптек, 4 из них отпускают лекарственные препараты льготной категории граждан города Якутска, 8 аптечных пунктов, производственная оптика, производственная аптека. Всего численность работников составляет 92. В настоящее время в нашей сети работает 55 фармацевтических специалистов, из них 34 провизоров, то есть специалистов с высшим образованием, и 22 фармацевтов. У нас трудятся специалисты, получившие в советское время фундаментальное образование в медицинских вузах города Иркутска, Томска, Хабаровска и Кемерово, а также закончившие фармацевтическое отделение Якутского медицинского училища. Это высококлассные, ответственные, душой болеющие за предприятия специалисты, и сейчас под их руководством свои первые трудовые шаги делают молодые кадры, выпускники республиканских учебных заведений, это Якутского медицинского колледжа и медицинского института и центральных вузов. Мы не боимся брать выпускников, так как понимаем, что смену старшему поколению надо готовить уже сейчас. Поэтому у нас основную возрастную категорию специалистов составляют те, кому сейчас от 40 до 55 лет, а также те, кому нет еще 30 лет. Все наши фармацевтические работники имеют сертификаты специалиста. Кроме того, 10 провизоров, получивших сертификат специалиста после 1 января 2016 года, с этого года начали обучение в рамках системы непрерывное медицинское фармацевтическое образование в виде индивидуального 5-летнего цикла обучения. Это новая форма последипломного обучения, принятая федеральным законом 323 ФЗ об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. И, конечно, всех нас интересует вопрос цен на лекарственные препараты. Как известно, цены и торговые надбавки на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, регулируются государством, начиная с цен завода-изготовителя, заканчивая розничной ценой в аптеке. По городу Якутску, составляющему вместе с городским округом Жатай и
и Нерюнгринским районом. Это первую зону, уже 7-й год без изменения сохраняются надбавки, рассчитанные Государственным комитетом цен в момент введения государственного регулирования цен в Российской Федерации. Но вы, наверное, замечали, что цены на эти регулируемые препараты в разных аптеках города различаются. Это зависит от той скидки, которую дает производитель, и от той надбавки, которую применил оптовый поставщик. Как уже было сказано, что мы закупаем товар только у официальных дистрибьюторов, поэтому оптовая цепочка у нас минимальная. Минимальная, следовательно, надбавка тоже минимальная. В любом случае мы стараемся поддерживать разумное соотношение между ценой и качеством. Хотя в этом году мы испытываем трудности, связанные прежде всего с тем, что наша закупочная деятельность попала под действие федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд. Хотя мы закупаем товар для населения и больниц, а не для государственных и муниципальных нужд, мы вынуждены работать в жестких рамках этого закона. Кроме того, мы, как муниципальное предприятие, выполняем социальную функцию, а именно приближение лекарственной помощи населению, в том числе сельскому. Так, в составе нашего предприятия аптечные пункты в селах Табагат, Улагина. Ожидается у нас открытие аптечного пункта в поселке Кангаласы. Близость к городу делает аптечный бизнес в этих населенных пунктах нерентабельным. Поэтому частные аптеки туда не идут. Хоть экономически нам это не выгодно, но мы, выполняя социальную функцию, вынуждены улучшить лекарственное обеспечение населения пригородов, где в основном живут пенсионеры, люди пожилого возраста, которые нуждаются в лекарственных препаратах. Также проведена работа по переводу аптек, аптечных пунктов на самостоятельный закуп. Каждая аптека и аптечный пункт проводит работу по дефектуре лекарственных препаратов, проводит сравнительный анализ цен у поставщиков, увеличение числа клиентов в аптеках. Также с целью увеличения розничного товарооборота, чтобы привлечь население города Якутска, муниципальные аптеки, мы проводим рекламную деятельность среди населения города Якутска, создание логотипа, установка наружной рекламы со световым табло, с изменением режимов работы аптек в выходные дни. Поступил вопрос. Фенибуд. Есть где-нибудь в продаже у вас? Фенибуд, они могут нам позвонить по телефону 31 88 08. Это у нас единая справочная, и узнать Фенибуд. В какой аптеке есть, да? Да, в какой аптеке есть. Сразу наши сотрудники там посмотрят по базе данных. И скажут, в какой аптеке они могут обратиться. Все, спасибо. Так, с целью привлечения населения предусмотрена гибкая система скидок у нас. Для пенсионеров у нас действует 5% скидка. Также введена накопительная скидка с 2% до 12% для всего населения города Якутска. Также у нас разработан и создан сайт. У нас имеется 2 сайта: аптеки Якутска и апотека.ру, где могут наши жители города Якутска и пригородов через этот сайт зайти, посмотреть, какие лекарственные препараты у нас имеются в наличии и на продаже, какие лекарственные препараты у нас стоят в ожидании. Также в аптеках установлена программа совместно с фирмой ЗАО НПК «Катрен» интернет-аптека.ру. Так. За счет увеличения товарооборачиваемости в наших аптеках увеличились товарные запасы в аптеках, ассортимент товаров
в среднем составляет от 5 до 9 тысяч наименований. Мы сейчас стараемся и в будущем создаем имидж предприятия наших аптек, аптечных пунктов под один стиль. Так, раньше у нас была в Залаге деревянном здании аптека номер 2. Но вместо этой деревянное здание было снесено и построено там сейчас новый жилой комплекс. И в 2014 году, 12 июля, мы там восстановили и открыли аптеку номер 2 в новом стиле с открытой выкладкой. И в этом году мы дополнили, согласно дизайн-проекту, в национальном стиле. Также мы в этом году, в августе 2016 года, открыли новую аптеку по улице Дзержинского, 32/1. Тоже помещение аптеки у нас находилось с 11 по 16 год находилось в аренде. После окончания договора аренды провели капитальный ремонт здания. Дизайн аптеки разработан в национальном стиле. И сейчас мы стремимся, чтобы наши работники все стремились улучшить лекарственное обеспечение населения города Якутска. Угу. Дальше, да? Все? Угу. Дальше. В будущем для создания имиджа муниципальных аптек хотим провести реконструкцию помещений существующих аптек в национальном стиле. В этом году у нас открыто в детском отделении 202 микрорайоне аптечный пункт на первом этаже. Открыли. Также мы открыли аптечный пункт в городе Покровске, в торговом центре. Так, я до этого говорила, что у нас установлена во всех структурных подразделениях IP-телефония, и единый номер справочный у нас имеется 318806, где можете узнать информацию о лекарственных препаратах. Так. Угу. Все. Ага. Ну, спасибо за... Ага. Я вас благодарю. Спасибо за внимание.